А смысл сионизма, он простой. Простой, не так, как многие, которые занимаются этим извне, или многие, которые кричат о том, что они сионисты, и члены сионистской партии. А он простой, до примитивности. Обеспечить существование и будущее еврейского народа вне религиозных рамок. Еврейский народ в религиозных рамках существовал 2000 лет. Вне религиозных рамок он не просуществует, если не будет основного инструмента для этого еврейского государства в том месте, где оно находится. Уберите это, нет смысла в Израиле. Тогда его не будет. Я был изумлен, когда держал в руках белорусскую политическую энциклопедию. Там написано: сионизм — национально-освободительное движение еврейского народа. Все, кроме слова сионизм, тут является полной химерой. И что такое сионизм, соответственно, не объяснено. В контексте сионизма полная химера. Смотрите, национально-освободительное движение, так понимается, когда народ, порабощенный на какой-то территории, поднимает освободительное движение. То есть это уже полный бред. Еврейский народ, определите, пожалуйста, кто такой еврейский народ? Это важнейший момент тоже, который надо понять. Нация, как мы сказали, это химера, которая вызвала в жизни экономическая реальность развивающегося капитализма. Это, с одной стороны, классики Маркс и Энгельс понимали, с другой стороны, с этого момента они стали с этим оперировать как с объективным понятием. И тогда оказались, собственно, советские идеологи в большой проблеме. Как бы, капитализма вроде нету, но нациями мы уже оперировали как какой-то истинностью, чтобы свергать царское самодержавие. И куда нам теперь? И сказали, должно быть расцвет, и должно быть сближение. То ли нам поощрять расцвет, то ли нам поощрять сближение, и непонятно. И вот это, из этой амбивалентности вышел уже даже некий шизопараноизм. Когда с одной стороны признавались национальные культуры, значит, и всячески поощрялось еще там творчество то или иное. И тот, кто владел русским языком, так ему говорили: нет, ты пиши на своем родном языке, а мы еще заплатим и переводчику, да, подстрочнику и переводчику, который напишет художественно. А с другой стороны, обязательно, значит, поощрение всевозможных смешанных браков, вот это обязательно очень хорошо. Это тоже была химера, которая навесила, как бы, реальность надо воспринимать в ее диалектике, в ее многообразии. Любые идеологемы, они препятствуют пониманию реальности. В конечном счете приводят также к подрыву государственной безопасности того или иного государства. Вот, значит, серия исследований всяких по этнографии Советского Союза. Поздний Советский Союз, уже на излете, значит, был распада 90-91 год. Сидит Академия наук советская. И заказали сектору ее исследования в разных национальных окраинах. Вот они пишут про две республики, где спокойные взаимоотношения русского населения и, значит, коренных народов. Карачаевская и Калмыцкая. Но, говорят, вот, но не все так гладко, как на поверхности. Например, в обеих республиках крайне низок процент смешанных браков русских с коренным населением. Подождите, вы же только что описали всякие другие окраины, где сколько хочешь этих самых смешанных браков. И на поверхности мы видим, что там уже кипит и подходит к точкам. Ну, может, вы не туда смотрите, не о том думаете, да? Может, всюду какой-то свой контекст исторический, этнический, социальный, экономический, да? А параметр того, что вот эндогамия это хреново, а смешанные браки это хорошо, надо выкинуть на помойку истории уже эту мифологему, идеологему, выкинуть ее. Надо вот смотреть, вот живут люди, как они живут, давайте смотреть, что, где, как и почему. А вот вроде видят, все спокойно, нормально, хорошо, ах ты, елки-палки, смешанных браков мало. Вот. То есть, идеологемы никогда к добру не приведут. Иудейский народ исторический, это такая уникальная
общность людей. Как мы верим, созданная дарованием Торы на Синае. И христиане, и мусульмане признают дарование Торы. И христиане, и мусульмане. И, соответственно, на этом основана наша иудейская религия. А наши законы очень многочисленные, расписаны скрупулезно. Не как в исламе, скажем, 5, так сказать, мицвот предписаний основных, да. Но в исламе больше указаний повседневной жизни. Например, тот же закон об удалении на время женского цикла, он содержится в исламе. Но не в таком объеме, как в иудаизме, но он присутствует. Это, кстати, как я читал в одном социологическом исследовании, одна из причин, по которой американские белые женщины принимают ислам. Ну, принимали тогда, когда оно было написано. То есть где-то лет 35 назад, да? 25-30 лет назад. Особое уважение к женщине, так сказать, и к ритму ее организма у мусульман. Поэтому американские белые женщины вместо принципа, где поймают, там и пруд, выходят замуж за мусульман, где религия устанавливает особое понимание к женскому организму. Вот. Все очень специфически в каждом социуме. Иудеям очень расписан закон подробно. Иудейские общины жили по этому закону. Кто-то оставлял иудейскую общину, жизнь берет свое. Как показывают исторические документы, множество людей, в частности у нас тут в Беларуси, да, носят фамилии, которые указывают на то, что там имело место переход христианства из тех, кто по рождению были иудеями. Множество таких, вот просто, значит, антропонимических, таких, значит, историко-филологических указаний. Да. Но те, кто иудеи, это общность народа Торы, однозначно. Да, эти все люди, особенно в Европе, имели свои очень заметные этнические отличия от окружающего населения. Язык, быт, свойства ментальности, внешность, как бы, да. Но это не создает отдельный народ. Народ создавал иудейскую религию. Уже в 20 веке был такой великий мыслитель и раввин, основатель движения не сионистского, ну и можно сказать, как бы такого просоциалистического, социального движения, ортодоксального, Пейле Агудас Исраэль. И в государстве Израиль существовала партия Пейле Агудас Исраэль. Пока было достаточное количество людей, чей как бы интеллект и кругозор, значит, был достаточен, чтобы воспринимать идеи этой партии. В 1981 году она сошла со сцены. Вот, я первый, последний раз, когда принимал участие в выборах, проголосовал за нее в 1981 году. Они тоже основались в сельскохозяйственные поселения, но потом, понятно, всеобщая сионизация, значит, либо сионизация, либо ушли в партию, значит, как бы, вот эту самую Агудас Исраэль, а сионизация сегодня подобралась и к ней. Он сказал такую вещь. Ну, сегодня, значит, носятся европейские народы с идеей нации. Ведь не надо думать, что она всепобеждающая и правильная. Европейские народы носились много с чем на протяжении своей истории. Довольно короткой по сравнению, значит, с нашим народом иудейским, кто идет от горы Синай. Сегодня не носятся с идеей нации. Но мы живем в том мире, в котором живем. Мы живем в том мире, в котором живем. Все ездят на телегах, и мы ездим на телегах. Все ездят на поездах, и все ездят на поездах. Безусловно, иудейские общины в мире, и на Святой Земле, и в Европе, в арабском мире, они образуют один народ. Кто-то хочет этот народ назвать словом нация. Кстати, тоже вот тут русский язык очень эту химеру здорово упрочил. Химеру наций. Почему? Потому что есть слово народ русское. Это значит, что люди, которые народились, люди просто живут. А что вообще-то, грубо говоря, слово «натио» означает в латинском языке? Ну, который, собственно, и является культурным языком Западной Европы. Его знали все культурно образованные люди еще в 19 веке. Нацио — это и значит народ, люди, которые народились. Люди, которые народились, так, такой пронатализм, да, за поддержку жизни внутриутробных людей, чтобы их вообще рожать, чтобы их зачинать, и уж тем более после этого рожать. Пронатализм, да, вот это корень, нация, люди, которые родились просто. В английском языке в сегодняшнем, да, слово nation означает государственная принадлежность. Государственная принадлежность. Nation, так.
То есть Israeli Nation, вот все израильские арабы, они принадлежат к Israeli Nation по своему паспорту. Я, естественно, Nation Беларусь, это более реальное понятие. Только самые последние, вот буквально самые последние годы, я смотрю, в русскоязычной политологии введено понятие политической нации. Политической нации. Это правильное понятие. То есть люди одного государства, есть какая-то там культура историческая, этническая, которая является доминирующей, по которой познают это государство, ну как бы Франция, французский язык, французская культура, да. И существует французская политическая нация, которые хотят или нет, принадлежат там и миллионы потомков мигрантов мусульманских из Африки и других мест, да. Вот. Политическая нация. В английском языке nation это, в общем-то, имеется в виду, собственно говоря, да. Это как у нас гражданство или как? Ну вот проблема, видите, как бы не все можно перевести, да. Политическая нация. Правильное научное политологическое определение всего, это политическая нация, это реальность. А нация, вот это химера. Химера, которая идет с немецкого романтизма 18 века. Вот есть люди, объединенные одним литературным языком уже сложившимся, которые живут не в нескольких, а в десятках всяких государств. Это ж хреново. Мы же самые, в общем-то, важные. Подумали, кто-то из них. Нам надо в одну нацию объединиться. Кстати, классики марксизма очень это поддерживали. Они это обосновывали развитием капитализма, но не дико держали кулаки созданию единой немецкой нации. Достаточно послушать часть аудиокниги, как они описывают этот процесс. С юмором, но очень за. Более того, то, что называлось советской идеологией мещанство, мелкобуржуазность, оно называется филистерой у классиков. А что такое филистеры? Это, кстати, от древнееврейского слова, ну, из Святого Писания, филистим, пылиштим, да, ну, как бы, так сказать, нехорошие люди, да, нехорошие люди. Так, бурши, вот эти, значит, бурсаки, семинаристы немецкие, которые пили, гуляли и т.д., так они называли добропорядочных бюргеров. И именно это слово употребляют классики марксизма как мещане, по-русски филистеры, да? То есть презрительное слово, которым, значит, бурсаки, вот эти пьяные хулиганы, называли добропорядочных бюргеров, которые там жил со своей фрау, детьми ходил, значит, в кирху по воскресеньям. Если где-то там тихо блудил на стороне, но в бордель не ходил. Потом, значит, рассказывают всем о том, как это было. И их презрительно называли филистерами. В этой среде, так сказать, поэтов-романтиков богемы немецкоязычной родилась вот эта идея нации. Мы все одна нация. Неважно, живем мы в каком-то там Бранденбурге или даже в этой ужасной католической, значит, Австрийской империи. Но мы немецкая нация. Вот оттуда идет вот эта нация. Так вот, оно было очень доминирующим понятием в 20 веке, и сказал Рав Ицхак Бруэр, говорит, хорошо, вы хотите сказать, что нация такая существует, еврейская? Окей, она существует. Но объединяющим признаком нашим является Тора, является иудейская религия. Других нет. Ни общей территории, ни общей экономической жизни, ни общего языка. Наша иудейская религия является объединяющим фактором. Вы там у себя смотрите, эта нация бросана, там не марксистские были, националистические определения. Сталин четко поставил на общую территорию. Без общей территории нету. Это, в общем-то, созидательный подход. Но чтобы люди не начинали вообще друг друга ненавидеть, да здорово живешь. Соседи не выбирают, как говорит наш президент. Да? То есть люди живут на одной территории. Как-то им надо вместе держаться. Да? Вот. Ну, говорят еще, плюс к этому на одном языке, и общее там у них это. Ну, вот это как бы будет нация, как бы, да. А так, значит, будет вот территория. А сегодня мы имеем понятие политической нации, да. Когда Сталин говорит, что, конечно, мы признаем, значит, территориально-культурную автономию, там, за Балтийским краем, ну, годы Российской империи он пишет, там, за Кавказем, значит, там, это самое. Ну, можно сказать, там складывались политические нации. Ну, единая в Закавказье не сложилась. Могла бы, но не сложилась. Сложилась политическая нация советского народа. Что являлся, вы говорите, единый советский народ. Это что было? Новая историческая общность людей. Это была политическая нация, советский народ. Она распалась. Так он сказал, да, иудеи объединены религией, больше нечем. Хотите называть нацией, вы хоть горшком назовите.
только в печку не ставят. А нацисты решили поставить. Назвали, ну, сказать, хорошие шутки, да, но что-то в этом есть. Не я придумал эту печальную шутку. Принадлежит она великому раввину Эльхонану Вассерману, но не будем слишком много отвлекаться. То есть сионизм, национально-освободительное движение еврейского народа, это ультимативный бред. То, что советская пропаганда говорила, не существует единой еврейской нации. Да, не существует единой еврейской нации. Но существует иудейская вера, вечная и неприходящая. И народ, который верен этой вере, который не вписывается ни в какие рамки идеологемы. Надо это принять. Надо это принять, так сказать. Может даже не понять. От химеры еврейской нации. А сионизмы поддерживают антинаучное понятие еврейской нации. А отсюда, понятно, сразу рукой подать ту воинствующую юдофобией, которая выступает двояким лицом. То есть, с одной стороны, не существует антинаучной еврейской нации, не существует. Это очень верно. С другой стороны, всех возможных евреев начинают гнобить по принципу того, что они евреи, определяя их евреями на основании несуществующей еврейской нации. Таков именно, я считаю, в плане вот этого своего, вообще-то он многие здравые вещи говорит, хорошие, даже большинство, но у него есть пунктик шизопараноический, товарищ Халпатиди, который занимается выискиванием фамилий, кто где сменил какую фамилию, у кого была мама, у кого бабушка, у кого было кто. Подожди, ну ты же сам говоришь, что антинаучное понятие. А что ты выискиваешь? Выискиваешь с точки зрения расизма происхождения, это чистый расизм. Это чистый расизм. То есть в тот момент, когда, значит, юдофобия, традиционная юдофобия по отношению к иудейским общинам перешла на личностный уровень, где каждого, значит, отдельного вот человека, который живет в политической культуре Российской империи или Советского Союза или нынешней России, да, которого родной язык тот или иной национальный, который продукт соответствующего в социальном плане класса, среди которого он вырос, позднесоветской интеллигенции, народившейся российской буржуазии, криминального капитала, российского многонационального и т.д. и т.п. Да? И ты его не называешь по соответствующей политической нации, которой он принадлежит. А ты говоришь, что он еврей, хотя вот его ничего ни с каким другим евреем не объединяет. Кроме где-то раскопанной фамилии, как выражается Киди там девичьей, которая происходит из языка идиш, который свидетельствует только об одном. Что кто-то из его предков, а может даже его родителя случайно, если пожилой очень человек, они по рождению являются потомками иудейского народа, с которым их не связывает вообще ничего. Это чистейший расизм. И тут, собственно, это чистейший расизм, да. То есть на основании чего ты объединяешь людей, которые, снова повторяю, живут в разных странах или в разных географических регионах. Они говорят на языках этих стран, этих регионов, только на них, ни на каких других. В социальном плане они выросли среди соответствующих прослоек, классовых, общественно-социальных, как хочешь назови, того места, где они живут. Где никакой роли не играют люди иудейской религии или их потомки, чтобы они были в какой-то минимально компактной группе. Так? И ты начинаешь раскапывать, откуда они, почему ты их производишь в евреи. Это чисто нацистский подход. Многие это не понимают. Почему? Потому что он давлеет в сегодняшнем русскоязычном пространстве. Хорошо. Например, то, что Зеленский, вот скажу вам одну новость. Она будет страшным ударом. Страшным ударом. Просто бомба. Зеленского называют все евреи. Действительно, фамилия Зеленский, она и украинская, она и еврейская. Но, скорее всего, еврей там именно дед папа. На четверть происхождения, собственно, является Зеленский потомком евреев. Кстати сказать, диктор Левитан, родившийся в 1924 году, да, фамилию носил отца Левитан, он уже не был не иудеем по иудейскому закону, и, конечно, в плане социальном, культурном,
он никоим образом никакому иудейскому народу не принадлежал, а к химере еврейской нации, которая, значит, по российскому признаку определяется. Вот его, значит, можно назвать евреем. И тут мы, собственно, вспомнив Левитана, возвращаемся к сущности сионизма, современного сионизма, его принципов, и там, где он явился не просто другом-соратником, но в определенном плане провозвестником нацизма. Значит, ну, Левитан, да, диктор Левитан, он принадлежал к советской политической нации. В плане этнокультурном, социальном, каким угодно, и, конечно, религиозном, значит, ну, то есть, если смотреть принадлежность к иудейскому народу, значит, по происхождению, он не был. И вот интересная была с ним история. Недавно, значит, мне прислали, как бы, сейчас все в сионистском духе оформляется, вся история переписывается. И Сталин выступает антисемитом. Когда мы подойдем к тому, как создавалось государство Израиль, мы увидим, что вообще Сталин, собственно, был его основным основателем. Левитан как-то заболел, и нашли диктора, любителя, приколиста там на студии, который умел железно подражать голосу Левитана. И когда надо было передать важное сообщение, Левитан находился в больнице, поехал тот диктор, передал сообщение. Интересная история. Военные годы еще. То есть, антисемит Сталин. И если бы Левитан не нашел такой выход, он бы, конечно, уже гнил на нарах и всякое такое. То есть, какие-то дикие горы какого-то свиного навоза вываливаются на каждый. И вот это муссируется, значит, вот эта псевдоеврейская тема.